Сегодня в Госдуме страны обсуждают меры поддержки российской IT-отрасли. Главный вопрос, конечно, как будет работать импортозамещение на фоне западных санкций и как остановить отток IT-мозгов, который с прошлого месяца приобрел массовый характер. В Минцифры, к примеру, предложили на ближайшие 3 года установить нулевую ставку налога на прибыль для IT-компаний, а ее сотрудники младше 27 лет, вовлеченных в разработку и внедрение программного обеспечения, получат отсрочку от армии. В нашей республике в курсе российских трендов. При Чувашском госуниверситете намерены открыть межфакультетскую лабораторию 1С. Студенты каких специальностей там будут учиться и почему так важно запустить научную площадку к лету, расскажем в нашем сюжете. Чувашский госуниверситет будет сотрудничать с компанией С1 и внедренческим центром Лидерсофт. Такой союз поможет лучше готовить будущих специалистов в сфере информационных технологий. Особое внимание будет уделено практической деятельности студентов. Студенты будут приходить и реализовывать себя. И в процессе обучения это будут практические задачи, на которых они будут тренироваться и оттачивать свои навыки. И далее, как специалисты, они будут создавать прикладные решения. То, что будет создано их руками, будет использоваться на реальных предприятиях. Университет при поддержке партнеров будет заниматься подготовкой в области разработки, внедрения и эксплуатации программного обеспечения. Но этим сотрудничество не ограничивается. В будущем вуз планирует проводить совместные научные исследования. Наше тактическое сотрудничество с этой компанией, которая имеет в своей истории 20 лет, оно переросло сегодня в стратегическое партнерство. Вот почему? Потому что и руководитель этой лаборатории будет назначен не из числа штатных преподавателей нашего университета, а из представителей наших бизнес-партнеров. Директор компании Лидерсофт Марина Мандракова отметила, специалистов в IT-сфере не хватает постоянно. Особенно сейчас, когда цифровые кочевники массово потянулись за границу. На предприятии готовы трудоустроить даже студентов вторых-третьих курсов, которые хорошо разбираются в программировании. Для ребят это отличная возможность набить руку и начать самостоятельно зарабатывать. Они уже, даже не условно, практически полностью были готовы к тому, чтобы не проходить вот это вот переобучение, которое, как правило, происходит на предприятии, а готовы были решать уже конкретные задачи. Вопрос быстрого и качественного взращивания кадров сегодня в повестке дня. Минцифры страны, к примеру, намерены запустить первый маркетплейс российских программных продуктов уже к концу весны. А для оперативной пересборки реестра отечественного ПО нужны мозги. Пригодятся они и потом. Потому при ЧГУ и появится межфакультетская лаборатория. Открыть ее планируют этим летом. Обучаться в ней будут студенты 3 факультетов – экономического, информатики и вычислительной техники, прикладной математики, физики и информационных технологий. Дарья Паскарюк, Дарья Петрова, Игорь Ульянов, Вести, Чувашия.